Уже через пару недель в столице республики ожидается пополнение в спортивной инфраструктуре. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа выходит на финишную прямую. Мы следим за ходом, все идет в рамках, все идет качественно, и я думаю, население города Магаз будет очень довольно. А какие сроки вообще поставлены? Сроков установки нет, но мы планируем в апреле месяце, в начале месяца уже закончить все работы, и уже население данного города может свободно уже играть в футбол, посещать. Для чего это все делается? Это мы знаем, что согласно майских указов уровень систематически занимающихся нужно увеличить. И тем самым мы делаем такие факоты, такие площадки для того, чтобы наше население начало систематически заниматься физической культурой, и тем более это пошаговая доступность. Готовность факота 80%. Строители завершили установку ограждения стадиона и приступили к монтажу трибун. На них смогут расположиться около 100 зрителей. Практически готово и покрытие футбольного поля. Укладка покрытия уже завершена. Уже после того, как уже будет все установлено, здесь будет уже установлен кварцевый песок и крошка. И я так должен сказать еще, что хотя бы в год 2 раза, в год 3 раза нужно проводить работу по расчесыванию этого поля. Комплекс представляет собой ФОК, вот только этот располагается под открытым небом. На его территории есть мини-футбольное поле с баскетбольными и волейбольными площадками. Также он будет оснащен гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами. А вокруг планируется проложить беговую дорожку с резиновым покрытием. Я думаю, что вот так как мы планировали открыть этот физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа к дню города Магаз, это будет где-то в середине апреля. Я думаю, что в сроки уложимся, и этот объект будет сдан даже зрелищным спортивным праздником. Новый факот строится в 3-м микрорайоне. Это первый стадион в этой части столицы и второй во всем городе. Спортивного объекта жители ждут давно. В последнее время население города увеличивается, и в связи с этим относительно появляется необходимость в подобных таких объектах спортивных, так как сегодня практически в городе один стадион у нас функционирует. И часто бывает то, что не хватает, особенно в летнее время, для игр на воздухе. Поэтому этот объект, я думаю, пустовать не будет. Уже детвора, взрослые даже приезжают сюда, смотрят, все ждут, когда он откроется. Один из тех, кто действительно ждет открытия нового стадиона, молодой горожанин Арби Гелисханов. Мальчик несколько раз в неделю приходит на старый и пока единственный столичный стадион. Однако зачастую ему приходится вносить свои коррективы в тренировки. Желающих заниматься много, в отличие от мест, где это можно сделать. Когда мы приходим, тут бывает занято, и нам приходится идти домой. А если построить новый футбол, то нам будет легче. О трудностях проведения тренировок знают и местные власти, и руководство данного спортивного центра. Однако сделать ничего не могут. Этот стадион открыт для горожан практически до полуночи, но мест все равно не хватает. Во-первых, здесь есть футбольные команды, которые каждый день тренируются. Есть университетские команды. От университета тоже молодые ребята приходят. Футбол играют, волейбол играют, и бывает так, что тренировка совпадает с физкультурой ребят, и, соответственно, стадион бывает очень загруженным. Проблему загруженности хоть и не полностью должно решить строительство нового факота. Он строится в рамках региональной программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», в рамках которой президентом страны поставлены задачи к 2030 году увеличить долю занимающихся спортом людей до 70%. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.